Спасибо всем, кто остался после обеда. Меня зовут Светлана Полищук, я буду делать, попытаюсь сделать немножко презентацию своего магистерского исследования, но сразу прошу прощения, что я немножко буду не в формате школы, выпадать явно из такой дискурсивной среды, которая здесь образовалась, но надеюсь, что, как сказать, надеюсь. Идея приехать сюда на школу была связана с тем, что исследование, которое я задумала делать, оно связано с неформальным образованием и в Беларуси, и в этом смысле, объектом моего исследования был в том числе ЕГУ, в котором я пробыла около 15 лет, вначале как студентка, потом как преподаватель курсов по искусству. И помимо ЕГУ я еще пыталась писать о ведущем университете в своей магистерской диссертации, также ЕКЛАБе. И в этом смысле приезд сюда был тоже связан с какой-то таким желанием показать результаты, но также и желанием побольше узнать о ведущем университете, поскольку я жила в таком своем мире, не совсем связанном с ведущим университетом. В этом смысле мой доклад сейчас, он такой является продолжением той дискуссии, которая была начата утром сегодня Татьяной Сенцовой. И вот этими вопросами, проблемами, которые она ставила, в этом смысле больше, есть определенное продолжение того, о чем я буду говорить. Для меня лично мое исследование, которое я делала, оно было сделано в рамках департамента социологии и социальной антропологии. И я так делала такую, как сказать, дисциплинарную смену такую с области искусств на социологию. И что мне интересно в социологии, это личные истории людей, их карьерная история, как люди живут в академии. То есть, если вы здесь обсуждали идеи, как они изменяются и как можно обсуждать идеи, мне больше сейчас интересно, как люди живут в академии, чем занимаются, как строят свои жизни, карьеры, и какие есть возможности для этого в Беларуси, каких возможностей нет. Вот. Но честно сказать, что когда я приехала в ЦЕУ, в общем, эта тема была у меня скорее как личная тема. Я хотела думать об этом как о совершенно приватной теме. И думала так, что я буду заниматься чем-то другим, например, визуальной антропологией. Но с чем я столкнулась, и не знаю, насколько для вас эта тема близка, это проблема репрезентации белорусской тематики за границей, в том числе и в англоязычной среде. Да? Потому что мы здесь можем обсуждать какие-то совершенно одни вещи. Когда ты выезжаешь на Запад, то как бы не совсем получается перенести тот самый градус дискуссии и те самые проблемы в другую среду. Да? Начинаешь сталкиваться с каким-то просто элементарным непониманием, когда человек там, не знаю, из Индии может тебя спросить, в Беларуси демократия или нет. Вот. И как бы, когда разговор начинается с этого вопроса, очень сложно понять, как на него ответить, что говорить дальше. Есть люди, которые остались на уровне этой известной фразы, что Беларусь последняя диктатура в Европе, да? И они не хотят видеть ничего больше этого. То есть для них это такая вот какая-то таракань забитая абсолютно, в которой сложно представить, допустим, летнюю школу подобной Apple, да? И я не знаю, как бы вы решили эту ситуацию, но для меня в какой-то момент стало тоже таким не знаю, личным вызовом попытаться выстроить какой-то нарратив, который бы оспаривал эти репрезентации. Да? Мне было неприятно находиться в среде, в которой о Беларуси говорят в таких исключительно негативных тонах. И в этом смысле мне пришлось отложить свою идею заниматься визуальной антропологией, документальным кино и так далее. Но я решила написать о той теме, которая меня беспокоила и которая, в общем-то, имеет тоже академический, такой вот. Пытаясь выстроить или пытаясь говорить о чем-то
не являющийся таким негативным, не таким депрессивным о Беларуси, я думала о возможной теме. И эта тема стала огромное количество публичных мероприятий, которые происходят в Минске в последнее время. Здесь таким своеобразным толчком для меня, ну, какой-то такой основой, ссылкой, на которую можно было зацепиться, стала такая, может быть, немногими замеченная публикация в журнале «Партизан», даже не в журнале, на сайте. Это был 2013 год, самое начало, где были подведены итоги, что происходило в 2012 году, и опросили около 40 различных экспертов. И был такой сделан вывод, что в Минске происходит что-то вроде выбух коммуникации, да, такая коммуникативная революция. Очень много, действительно, стало уже просто заметно для всех, что происходит очень много культурных, интеллектуальных, научных дискуссий. Да. Я сама долгое время занималась исследованием фотографов, как художников, да, как артистов, и сообществ фотографов. Да. И я тоже в своих наблюдениях за деятельностью художников я тоже видела, что есть такой определенный тренд. Там, если в начале нулевых выставок было очень мало, дискуссий очень мало, то к концу нулевых стало очень много таких публичных выходов в публичность. Да? И вот для меня такой, если говорить об исследовании, да, оно всегда строится вокруг некого исследовательского вопроса, да, что меня здесь волновало, как объяснить да, вот этот всплеск коммуникационный, почему и кто в этом участвует, почему люди начали все чаще и чаще выходить в публичность, проговаривать некие идеи, что это за публичность, где она находится, как формируется публичное пространство, и публичная сфера, и публичное пространство. И для того, чтобы об этом говорить, да, мне пришлось говорить о публичности, и я сейчас немножко расскажу какие-то тезисно, как я строила ну, как бы свою теоретическую рамку. Но также, что касается эмпирического наполнения, то я, ну, у меня был, все очень в сжатые сроки проводилось исследование, у меня был месяц, да, один в апреле, когда я приехала в Минск из Будапешта, и просто начала ходить на публичные мероприятия и подходить к людям, которые делают публичные лекции, а также людям, которые организуют публичные лекции, а также которые ходят на публичные лекции. И пытаться с ними говорить о том, каким образом и зачем им это надо. И так, через эти интервью вышла тема академии, да? Академии формальной, неформальной и вообще такой академической и интеллектуальной жизни в Беларуси. Я думаю, что в рамках своего доклада я слово академический, интеллектуальный буду как синоним произносить. Ну, хотя это тоже спорно. Итак, что я хотела сказать по поводу публичности и какие, скажем так, парадоксы публичной сферы, мне кажется, можно обозначить. Но одна из вещей, которую я начала проговаривать для своих профессоров, здесь нужно сказать, опять-таки возвращаясь к этому вопросу, как говорить о Беларуси за рубежом, да, все мои профессоры это были люди из разных стран мира, далеко живущих очень в Беларуси. Они мне задавали такой вопрос: хорошо, ты говоришь о этих публичных мероприятиях, семинарах, дискуссиях, круглых столах, различных таких посиделках. Это андеграундная вообще активность или нет? И для них слово андеграунд было таким своеобразным, ну, каким-то объяснением того, что может происходить в авторитарном государстве. Если что-то происходит, это должно быть андеграунд. И я как бы пыталась объяснить, что ну, как бы ничего андеграундного здесь нет. То есть это публичное мероприятие, это публичная активность. Начнем с того, что это как подпольное. Да, что это что-то вот как бы друг другу кто-то передает тайную информацию, люди собираются в неизвестном месте. Например, да, то есть, например, свободный театр, ну вот тоже таким, не знаю, последний
последней каплей терпения для меня лично стал документальный фильм о свободном театре, о котором открылся фестиваль документального кино Верджио в Будапеште, очень такой, статусный тоже фестиваль. Фильм 2014 года, в котором как бы тоже был этот рассказ о Беларуси как о месте, где ничего невозможно, да? Где если люди что-то делают, такое творчеством занимаются, то это только через сообщения о паролях и явках вот друг другу. То есть особым таким, я не знаю, может быть, для вас это будет звучать как бы совершенно наивным, но для внешнего, скажем, слушателя, читателя это было особым таким усилием объяснить, что люди открыто и свободно встречаются. Да? Информация действительно в Фейсбуке, они приходят, слушают, но здесь есть какие-то такие нюансы с этой публичностью. Я, например, привела пример с книгой Татьяны Щецовой, да, «Антропология, этика, политика». Тоже такой типичный и в то же самое время необычный кейс, когда книга задерживается на границе, да, конфискуется на границе, не пропускается в Беларусь, как книга, которая представляет собой какую-то угрозу, да, по мнению пограничного контроля. Но в тот же день презентация этой книги совершенно спокойно проходит в галерее У, объявления висят об этом совершенно открыто, люди приходят и слушают эту презентацию. И не совсем понятно, где проходит граница дозволенного и недозволенного, где проходит граница того, что можно делать в публичном пространстве, чего нельзя делать в публичном пространстве. Вот эти парадоксы я пыталась описывать через таких, несколько теорий. Конечно, я брала Хабермаса, потому что мне было интересно вообще идея этого публичного использования разума, которую он продолжал проговаривать с кантовской позиции. И еще, что мне интересно было в Хабермасе, это его вот проговаривание, описывание этих ранних и специальных форм публичной сферы, которые представляли собой кафе, собственно, литературные салоны, и что очень близко к тому, что происходит у нас. Да? Конечно, я использовала Нэнси Фрейзер, которая предложила известную критику Хабермаса, говоря о том, что публичная сфера не является монолитной, но является множественной, что у нас есть множественность различных публичных сфер, поскольку люди не имеют равного доступа к публичной сфере, нет такой единой публичной сферы, где все могут прийти что-то сказать, да? Мы все неравны, эту неравность невозможно преодолеть. Далее, для меня тоже важным было обращение к Майклу Ворнеру, который говорил о том, что мы говорим о доминирующей публичной сфере, но также и о публичной сфере, которая находится в оппозиции. И в этом смысле он пытался как-то продолжить идею Альтюсера об этой интерпеляции, говорит, что здесь есть публичная сфера обращается ко всем, в отличие от этого отклика, о котором говорил Альтюсер, да, что откликается не отдельный человек, но здесь обращение ко всем, и в этом смысле обращается ко всем и доминирующая публичная сфера, и контропозиционная публичная сфера тоже обращается ко всем, но вопрос в том, кто откликается, кто слышит себя как публику, кто хочет быть публикой. И здесь, да, вопрос в том, кто приходит на публичные лекции, не знаю, Летучего университета, европейского кафе, лекции, которые ЕГУ устраивает, да, кто эта публика, почему она приходит, почему она откликается на эти объявления. Да. И особым тоже таким усилием для меня было желание интегрировать в текст белорусских исследователей. И здесь это тоже такая отдельная проблема, поскольку, когда пишешь текст на английском языке, интегрировать в этот текст русскоязычные ресурсы очень сложно. Это начинается с проблем просто чисто оформления библиографии, когда тебе говорят, кириллица, она нечитабельна, да, пожалуйста, сделайте хоть какое-то транскрибирование этого всего, перевод примерный. Но это сложно, но также это тоже не очень
То есть, ну, как бы в Западной академии ресурсы на русском языке, на белорусском языке, скорее всего, являются как такой полевой материал, который мы собираем. Да. Это большая тоже дискуссия, как вообще соотноситься с интеллектуальной продукцией, которая находится здесь. Да. Если там антрополог приезжает в Беларусь, то как ему относиться к антропологическим исследованиям белорусов? Да. Это сложная тема, но я могу только пока сказать о том, что это включение белорусских исследователей для меня в рамках такого малого проекта было возможно только в таком масштабе, что я включала тех, кто пишет на английском. Немного я взяла из Ольги Шпараги, которая пишет на русском, из Альмиры Усмановой, которая тоже пишет на русском. Но моими такими ключевыми авторами, которых я много цитировала, была Нелли Бекус, Гапова и Селицкие, да, которые очень много пишут на английском, писали. Нелли Бекус, не знаю, знакомы ли вы с ней, знаете ли о ней, да? Она защитила диссертацию в Варшаве, и темой была, PhD-диссертацию, и темой была, ну, я даже не знаю, как это на русском, честно говоря, Belarusianness, да, она пишет Struggles of Identity, the official and alternative Belarusianness, белорусскость, наверное, это так она имела в виду. Это такая довольно интересная книга, в которой она пытается отстроить себя от дискуссии о национальной идентичности и от всех тех книг, которые были написаны западными исследователями о Беларуси, которые говорили, что в Беларуси есть проблемы с социальной идентичностью и так далее, серьезные проблемы и так далее. Нелли Бекус пытается писать о том, что вообще говорить о неком таком тотальном дискурсе об идентичности и вообще такой монолитной публичности в Беларуси и вообще монолитного какого-то дискурса в Беларуси очень сложно, поскольку мы скорее говорим о таком различии, да, об официальном и неофициальном, официальном и альтернативном, и этот дискурсивный ландшафт, он достаточно, он неоднороден, по крайней мере, она говорит об этом division, да, об этом разрыве. И приводит, ну, как бы ее идея в том, что как существует белорусский авторитаризм. Да? Он существует не в том, чтобы поглощать и запрещать любые альтернативные голоса, а в том, чтобы вытеснять их на периферии. Да? И в своей книге Бекус приводит множество примеров того, как возможно существование различных альтернативных голосов. Я не знаю, театры, фестивали, музыка, все что угодно, там отдельная глава на каждый там вид творчества, но это все смещено на периферию, да? И как бы в этом заключается какая-то такая специфика публичности, в которой нам приходится жить и работать, потому что такая официальная публичность недоступна, мы не можем со своими идеями прийти на телевидение, там, на радио, центральные газеты, мы не можем прийти на Октябрьскую площадь, потому что, например, там, пример Гулина, Михаила Гулин, который принес кубики цветные и поставил их на Октябрьской площади, да, художник, это арт-проект, арт-интервенция, моментально это все очень плохо закончилось, его схватили, побили и дали штраф. Вот. То есть вот эта официальная публичность, публичная сфера и публичное пространство, они все-таки остаются закрытыми, и как бы нет никакой иллюзии, что нет никакой, ну, как бы надежды, что мы можем даже за это бороться здесь и сейчас. Но альтернативная публика, альтернативная дискуссия, альтернативный дискурс, они смещаются на обочины, на эти margins, да, на эти периферии. И именно поэтому, как мне кажется, совершенно не случайно, что публичные дискуссии, лекции, семинары проходят, да, в кафе, в барах, особенно, то есть галерея О, цех, например, но особенно также эту стратегию, да, такие перемещения из одного кафе в другое, где кафе арендуется только для того, чтобы провести лекцию. Да, то есть совершенно такая, Усманов об этом писал, флюидная публичность. Да, ну, как бы, не знаю, насколько сильный этот концепт, но как бы, она тоже пыталась писать о том, что вот это перемещение публично, здесь как бы она есть, потом она пропадает, потом опять появляется. Какая-то попытка описать того, как мы работаем. У Виталия Селицкого, что мне было интересно взять,
это его размышления о том, как вообще, что вообще возможно в Беларуси, да, что можно сделать. То есть он в своих статьях очень много анализирует выборы, там, поведение Александра Лукашенко, его политику. И есть вот этот его концепт упреждающего, да, если правильно, preemptive authoritarianism, упреждающего авторитаризма, который он использует. То есть это как бы когда власти пытаются как бы еще до того, как что-то случилось, это сразу же парализовать. Да? Как только появляется хотя бы какой-то намек на угрозу чего-то, да, не сама даже угроза в явном виде, но какая-то интенция угрозы, попытка или намек на угрозу, это сразу как бы зачищается. И в этом пространстве очень сложно работать, поскольку это возникает такая самоцензура очень сильная. Да? А что мы можем сделать? Что вообще, не будет ли мой жест трактован как угроза? Да? И в этом смысле опять возвращаюсь к примеру с книгой Татьяны Щецовой, да? как интерпретировать эту ситуацию, когда книга конфискуется на границе, но разрешают ее публичная презентация феминистки. Второе тоже понятие, которое мне очень понравилось у Силийского, когда он говорил о мобилизации к пассивности, как такую стратегию, которую используют белорусские власти сегодня. Да? То есть это такой абсолютно противоположный тезис публичности, да? То, что вся как бы такая официальная публичность направлена на эту мобилизацию к пассивности. Окей. И что касается моих таких разговоров с людьми, то здесь я могу тоже, да, подвести такой итог. Эти парадоксы публичной сферы, они своеобразным образом соединяются с этими парадоксами интеллектуальной сферы, или академической, буду говорить, сферы. Здесь я использовала вот эти статьи о постсоветской академии, которую в большом количестве написала Елена Гапова на русском и на английском. Но ее идея состоит в том, что после распада Советского Союза появился такой, ну, как бы тип новых интеллектуалов. Да. Это люди, которые захотели, поставили перед собой цель, имели возможность, структурную возможность в том числе, попытаться интегрироваться в европейский, мировой, символический рынок, да, то есть в академию. И тем самым как бы открепить себя от тех советских структур, которые остались. Да. В частности, в чем это выражалось? Да? В Беларуси до сих пор существует ВАК, да, как такое наследие советской системы, централизованная как бы, система контроля, мониторинга, легитимации научных кадров. Для того, чтобы получить, в общем, заветную степень, да, нужно пройти определенные шаги, защитить свой текст в 3 комиссиях, да, как минимум. И опять-таки у нас, да, нет такой возможности там прыгать с аспирантуры в аспирантуру, то есть ты поступаешь в аспирантуру 1 раз, тебе нужно это все очень корректно делать, чтобы не выпасть оттуда. Это не совсем то, что происходит на Западе. Да? И в этом смысле появилась целая категория, там, группа людей, которые предпочли, в общем, не участвовать в этой академической игре. Да? Сразу после окончания белорусских вузов, коль скоро человек родился в Беларуси, сразу после окончания белорусских университетов, какого-то из белорусского университета, люди просто начинают делать себе карьеру на Западе, да? Играть в те игры, да, а не в эти. И мне удалось тоже, ну, как бы поговорить с такими людьми, и спросить, то есть один вопрос, который меня лично очень рисовал, а как вообще воображаете ли себе какую-то возможность диалога между там, Белорусской академией, да? Человек защитил PhD в Германии, да? Видит ли он какую-то возможность и вообще потребность в своей профессиональной жизни, да? Участвовать в каких-то в каких-то академических процессах, делах, не знаю, сообществах с Беларусью. И это такой вопрос болезненный, потому что, ну, как бы, честно говоря, нет. То есть, как бы, это такая дезинтеграция очень полная. То есть, это такое выпадение.
Люди, которые получают PhD на Западе, им очень сложно вообще понять, как они могут, что они могут делать здесь. Да? Во-первых, степень не признается, да, и нужно нотифицировать. Что дальше? Да? Для меня, я очень хотела бы найти людей, которые в Америке получили PhD, и делают ли они что-то вообще, можно их найти в Беларуси? Это для меня такой вопрос, потому что, ну, как бы степень в лучших университетах Штатов, но это самое престижное. С такой степенью легче найти работу в Европе, да, чем если ты в Европе защищаешься. Но эти люди могут ли они вообще, есть ли какая-то структурная для них возможность хоть что-то делать в Беларуси? Если да, то какая? Потому что, конечно, для государственных университетов, ну, как бы, они, получается, дисквалифицированы. Они не обладают, ну, как бы, нужными навыками. Их степень утверждена ВАКом. И также мне, к сожалению, не удалось пообщаться, хотя я очень бы хотела пообщаться с академиками, с учеными, которые полностью интегрированы в белорусские университеты и не видят никакой проблемы, и успешно интегрированы, и не видят никакой проблемы в том, что они там работают. Как устроено вообще их представление о собственной карьере, о собственной профессии. Очень мне хотелось бы поговорить с такими людьми. Но как бы, третья группа, которая была для меня наиболее интересная, и которая, ну, мне кажется, многие относятся, это люди, которые работают в государственных университетах, но при этом участвуют в большом количестве альтернативных, образовательных, неформальных инициативах. Да? И одна девушка, с которой я разговаривала, оказалась суперактивной, она мне просто как бы перечислила все, в чем она участвует, помимо того, что она преподает в государственном университете. Это такой длинный список. Это публичные лекции и семинары, школы, дискуссии, в общем, вся программа ведущего университета. Это ЕКЛАБ вместе с европейским кафе. Это то, что делает ЕГУ, в том числе Артес Либералис. Это 2 литературных клуба. Это психоаналитический семинар. И, в общем, да. Конечно. Ну, увы, да, интрига не удалась. Но ее пример меня восхитил просто, поскольку это человек, который так много берет со стороны, да, и она, в общем, была не единственная. Я не хочу сказать, что Снежана была единственным человеком, который дал мне этот кейс, да, поскольку я собрала 15 интервью, и, ну, как бы были люди, которые и точно так же, как она, действовали, хотя они не в таких масштабах, она просто масштабная. И для меня здесь тоже вопрос, как можно, то есть, по сути, это соединение 2 академий, да, это попытка играть как бы в академию такую официальную, да, ведь официальная академия тоже что-то производит, тоже свои сборники, там, тоже свои посиделки, там, не знаю, семинары, дискуссии, но это тоже попытка делать что-то за пределами официальной академии, да, и опять-таки к вопросу об ином знании, то есть это выход на какое-то иное знание, на иные дискуссии, на иные продукты интеллектуальные, да, и как здесь можно работать. По сути, вопрос, который меня интересовал, это что делать интеллектуалам, что делать людям, которые хотят заниматься интеллектуальной работой, людям, которые хотят заниматься научной, академической работой, но не хотят интегрироваться в официальную структуру. Есть ли для них вообще место в Беларуси? Можно ли в Беларуси делать что-то за пределами этих идеологизированных там, позиций, которые дают государственные университеты? Можно ли этого как-то избегать? И можно ли делать какую-то карьеру, но не эмигрируя отсюда, да, оставаясь здесь, живя в Беларуси? Это вопрос, как бы для меня он и исследовательский, но и личный тоже, потому что, честно говоря, я не хочу уезжать, но как бы я пытаюсь понять, что бы я могла делать здесь. Вот. И такая последняя часть моего текста, я описываю вот эти разные тоже площадки, где происходят встречи, что происходит на встречах, но и в итоге, конечно, тоже не удержала, не смогла, ну как, тоже пишу о ЕГУ, да, потому что как раз в апреле, когда я приезжала, был Артес Либералис, я ходила на все эти мероприятия, и здесь тоже интересно, поскольку
на эти мероприятия Артес Либералис вообще очень мало людей пришло. То есть, по сути, были пустые аудитории. И в этом был какой-то такой, такая тоже проблема, да, поскольку ЕГУ претендует на вот такое лидерство в каком-то смысле. То есть, как, если мы говорим про эту альтернативную образовательную сферу, которая сложилась в Беларуси, то ЕГУ претендует на центральное место, на лидерство в этой альтернативном образовании. Но кто является аудиторией, публикой продукции ЕГУ? Да, вот этот вопрос у меня тоже возник, когда я увидела, что на фестиваль публичных лекций Артес Либералис, собственно, мало кто ходит. И здесь такая, мне кажется, тоже образовывается проблема, что поскольку очень много людей потеряло работу в университете, а ЕГУ являлся такой площадкой, которая давала работу вот этим маргинальным интеллектуалам, которые оказались на обочине, да, не смогли интегрироваться, получили какое-то образование на Западе, но не смогли интегрироваться в белорусские вузы, не захотели, не смогли, то сейчас ЕГУ даже маргинализировал даже этих уже маргинализированных интеллектуалов, выбросив их из структуры университета. И сейчас для людей, которые остались на обочине, в общем, большой вопрос, да, как они смогут себя реализовать, поскольку для них закрыты или во многом закрыты госструктуры, но что, оставаясь жить в Беларуси, как они смогут, какое место для работы они смогут найти. Вот. В общем, такого рода, мое исследование скорее поднимает вопросы, нежели дает ответы, поэтому на этом я закончу, но я хочу сказать, что именно такое, как сказать, биографическое измерение, то есть общение с людьми и как бы попытка понять вообще, что возможно, что невозможно делать с академической карьерой в Беларуси. Эта тема меня очень интересует, я планирую ей заниматься. Меня уже взяли в докторантуру во Флоренцию с этой темой, и я думаю, что я еще буду возвращаться и тоже разговаривать и как-то продолжать. Вот, и поэтому, ну, я тоже приглашаю вас как бы поделиться своими какими-то реакциями, поскольку мое, конечно, знание очень такое situated, я со своей ячейки говорю, и, конечно, было очень полезно, не знаю, для меня, и, может быть, важно для всех нас, чтобы иметь какое-то более нюансированное, сложное представление о том, что происходит. У меня все. Спасибо. Без очереди. Энерджайзер. А вы защищали? Это была одногодичная магистерская работа, над которой я работала год. Ну как год, в ЦЕУ 3 семестра. Центральный Европейский университет, Будапешт 3 семестра. 2 семестра нас обучают, теория. 1 семестр мы занимаемся, мы это все, значит, воплощаем. То есть это работа, которая писалась в течение, очень сжатые сроки. Поэтому я как бы не ждите, что это что-то фундаментальное, это не PhD. Да, работа защищалась, естественно, и, как я уже сказала, эту же работу она будет использована, продолжена дальше. И, конечно, специфика вообще написания текстов в целом состоит в том, что студентов никогда не оставляют в одиночестве. Каждую неделю нам нужно сдавать драфты, показывать вообще, что мы пишем, как мы пишем. То есть в этом смысле то, что я писала, это просмотрело около десятка профессоров. Просто интересно, какие вопросы задавались вам? Да. На что они вообще реагировали? Во время защиты, вы имеете в виду? Ну, и во время, может, и предварительно, если бы возникало. Была очень большая история с тем, что я очень хотела описать все через Бурдье. У меня был такой изначальный порыв. И мои первые версии работы были такие вот, через Бурдье. Это вызывало очень много вопросов. То есть, по сути, мой Бурдье сократился до 2 страниц из 20. Вот, то есть вопрос был в плане методологии. То есть как об этом говорить, что об этом говорить.
Конечно, тех авторов, которые я назвала, это как бы не идеальный подход. Можно было привлечь многих и усложнить это, но я думаю, что буду с этим работать дальше, поскольку были большие ограничения по времени и по объему, да, были рамки как на 15 тысяч слов, которые должна была втиснуться. В этом смысле сильно теорию развернуть было очень сложно. Был вопрос о классе, почему я не говорю о классе, нужно ли говорить о классе, как, если я говорю о группе интеллектуалов, я говорю нейтрально, но у меня был вопрос, можно ли говорить о классе здесь. Да. Был вопрос о том тоже, насколько это новое, то есть я пыталась говорить о каких-то новых интеллектуалах, о людях, которые как бы стремятся к новому знанию, да. Был вопрос о том, в чем новизна этого нового, да. В какой степени новое, что предложение, конечно же, анализировать постсоветское пространство, да, и посмотреть, что происходит в других странах, что происходило. То есть это большой тоже объем работы, но я осознаю, что он должен быть. У меня, как вы говорите, много возникало мыслей, но вот одно место мне не дает покоя развлечения некоторые, да, вы там говорили о карьере, о там, что можно что-то делать, и для меня как минимум там есть 3, ну скажем, разных линий, да, исходя из которых можно вообще искать путь, да, это карьера, а это значит, что, ну, как можно сделать карьеру, это значит, в любом случае, встраивание в имеющуюся, ну, какую-то там социальную структуру, да. Потом, что можно делать в Беларуси, это вообще может быть никак не связано с имеющейся структурой, и, ну, как бы, и поперек нее, параллельно и так далее, да, и, ну, это вопросы, ну, то есть можно что-то делать, но не делать карьеру, да, ну, и еще потом в конце вы еще упомянули место для работы, ну, то есть это уже скорее такое, ну, не знаю, социализацию, социальное обеспечение и так далее, и это тоже, ну, как бы, третье измерение. И мне кажется, что, ну, по крайней мере, вот в Беларуси эти измерения, ну, достаточно сильно расходятся. И эти комбинации, место для работы, карьера и что-то делать, они могут быть, ну, настолько различные, ну, в смысле, ответы на все 3 вопроса в каждой индивидуальной карьере, да, там, траектории, что, ну, вот, мне кажется, что это имеет смысл разводить. Да. При этом очень мало кто вообще готов и способен, допустим, найти себе место сам, да, что называется. Конечно. То есть создать себе место, что называется, если оно не готово. Да. Это такая очень большой вызов, и очень мало кто на это идет. В основном пытаются просто встроиться. Тут речь идет про особый класс интеллектуалов. Ну, интеллектуалы же тоже тоже же отражение народа в целом. Что называется. Как бы да, и здесь я не даю дефиниции, да, кто из интеллектуалов, кто из там профессии, здесь скорее опять-таки в духе Бурдье, да, как люди сами себя определяют, и в чем как бы есть конкуренция этих дефиниций, да, кто определяет, и в рамках чего мы говорим о том, что кто-то является ученым или не ученым, да. Ну, взять тоже пример ЕГУ, да, очень часто говорят, что я там большой специалист в чем-то, я внесу новое знание, а как ты это знаешь, что ты несешь новое знание, да? То есть, ну, как бы, откуда у тебя это убеждение, что ты несешь новое знание, да? Откуда у тебя убеждение, что ты займешься интеллектуальной работой. То есть мы говорим здесь о такой борьбе за дефиниции, о борьбе за то, чтобы определить это. Вот. И поэтому, ну, согласна, у меня размытая здесь и карьера, то есть я это объединяю в рамках такой попытки видеть свою профессию, свое дело в жизни. Ну, понимаете, для меня это очень, ну, как бы, это разные там моменты, да, место работы, карьера и, ну, как свое дело и свое место жизни. Ну, и хоть это, может, там не очень большой класс людей, да, но это, ну, как бы, это есть, да, Но вот ты, когда об этом говоришь, ты имеешь в виду, что можно вообще заниматься, там, не знаю, чем-то, ну, вот, например, не связанным. Ирина Дубинецкая. Нет, связано, но Ирина Дубинецкая там имеет 2 докторские степени, защищенные в Европе, да, в Беларуси работает. Ну, вот сказать, что, ну, то есть, как бы, работает
Ну, то есть она где-то что-то там зарабатывает, да, ну, каким-то образом, в общем, существует. Но дело, которым она занимается, не имеет отношения к карьере, ни к ученой, ни к, ну, Почему? там. Почему это не имеет никакого отношения к Ну, карьере? пойму, Потому что за Потому это что нету карьерных карьерный наград. бонус, да, То, чем она Но занимается, она же занимается как бы повышением своего символического капитала, то есть движением в этом. она Вы понимаете, решает идеальную задачу перевода Библии. Да, но она же участвует в семинарах как специалист в этом, или же приглашают для... куда Нет приглашают? мест таких. Она организует эти семинары, понимаете? Я просто не знаю, Нет, чего ну, конкретно не то есть, спрашиваю. как бы, ну, и есть просто какие-то уникальные там случаи, да, после из которых можно, ну, вводить в том числе вот эти, ну, способы дефиниции, если вас интересует как-то способ жизни здесь, да. И в этом смысле, если карьера хоть как-то все-таки предполагает символический капитал, да, то, например, тот символический капитал, который она зарабатывает, ну, занимаясь своим делом, он работает, ну, как символический капитал, да, на такой узкий круг людей, да, что, в общем, выйдя за этот узкий круг здесь, это вообще, ну, то есть, это, как это, минимальный капитал. Но для тех, кто в этом кругу, это там высокий капитал. Да? То есть, ну, и тут надо, в общем, понимать, что вы сами говорили про эту разорванность там, этого пространства и разноуровневость, разноплановость. И там то, что ты имеешь в одном месте, это считается высоким, в другом месте абсолютно девальвируется. И наоборот. Да. Ну, то есть, мне кажется, что тут надо как бы по отношению к Беларуси разводить эти вещи. Ну или искать, по крайней мере, точность разведения. Потому что это тоже так, ну, Да, спасибо. Что? Вы говорите, я живу ученый стихотворение. Может, нават наоборот, это минус. Думаю, что то же самое, в общем, не только в Беларуси. Думаю, что в каком-нибудь районе Чикаго в вашей степени тоже мало. Батюшка, пожалуйста, вопрос. У меня вопрос связан с тем, что Татьяна говорила. То есть, когда вы разговаривали с людьми, то есть был ли там какой-то блок вопросов, связанный не только там с их личной биографией, с их личным устраиванием карьеры и мест, в которых они существуют, а их видение других. То есть какая-то претензия на обобщение, то есть какова ситуация тех интеллектуалов, которые они знают. Вот. Что можно было выяснить не только как он, но там персонажи вроде Ирины Дубинецкой. Да? Было ли что-то такое? Что думаю? Нет, был ли такой какой-то, не знаю, там, блок не блок, да, а вопросы нацеленные не на него, а на других и на какое-то обобщение, может быть, ситуации интеллектуалов. Как он представляет место интеллектуала в целом? Вообще, ну, это такой вопрос сложно было задавать. На самом деле даже сложно говорить об интеллектуалах во время интервью. Поскольку человек говорит там что-то про интеллектуалов, на тебя смотрит, говорит, что? Ну, как бы... разговариваете, да? И есть такой момент неловкости, когда... Да, ты уверен, что разговариваешь, не уверен, что разговариваешь с интеллектуалом. И да, был такой момент, да, неловкости. То есть, как бы... Может, в выборке что-то подкорректируем? Я говорю, что это качественное интервью, малое, очень маленькое исследование. То есть здесь, конечно, для качественной выборка не является репрезентативной, но важность была не в том, чтобы на нескольких примерах рассказать всю историю Беларуси. Важно было в том, чтобы показать множественность голосов, да, что есть разные ситуации, есть разные истории. И, собственно, эта множественность, показывает множественность и специфичность Беларуси. Вопросы общие, я по-моему, не делала на этом акцент. Хотя так или иначе, интервью были полуструктурированные, так или иначе я могла, некоторым людям задавала эти вопросы. И, собственно, иногда новый информант появлялся через рекомендацию. Вот моя коллега делает тоже точно так же. Да. Вот, и вот я могу сказать, что она тоже так делает. Были, конечно, там, допустим, человек делает публичную лекцию, я говорю, почему ты думаешь, на твою лекцию не пришли твои коллеги, которые занимаются такой же темой? Да? И возникала как дискуссия по поводу там, человека и его коллег, да, которые как бы тоже в этой, ну, как бы, с тем же самым занимаются, точно так же находятся на
какой-то альтернативной сфере этого альтернативного образования, но уже между ними возникает такое противоставление, что кто-то что-то делает не так. Конечно, такие разговоры были, но да. А вот вы сказали, что в большей степени вы ставите вопросы всякие в этом исследовании, чем даете каких-то ответов. Я вообще никаких ответов не услышал как бы, в плане, что для меня проблематизирует вообще исследование, с одной стороны, с другой стороны, когда в каком, если просто вообще вот сейчас то, чем вы работаете, теперь у вас есть вопросы, вы архивировали, теперь появится хорошо. А в каком виде, ну вот как вы себе представляете получение ответов на эти вопросы? Ну, то есть вот рамки тех ответов, которые бы вас удовлетворили как исследователя. Ну, понимаете, нет у меня такой цели писать выводы, руководство к действию. Да? Вот сейчас, может быть, там отличие от политологических там, исследований, что вот в итоге там пишется какой-то, давайте сейчас сделаем вот это, да? Давайте создадим какой-то там новый формат. Почему быть концептуальнее? Нет, мне просто интересует вообще для вас, да. то есть вот какой образ результата, который вы хотите понимаете, получить? Это, ну, не знаю, там, знание про того, как живут интеллектуалы, там, стратегии адаптации, там, что именно вы хотите в результате схватить? Я хочу схватить, как возможно наука в Беларуси сегодня. И как она возможна, в том числе, учитывая, что есть, помимо официальных университетов, есть еще большая неформальная сфера образования. Наука? Возможно, именно наука? Ну, просто вот тоже для меня наука, образование и публичная сфера – это разные. Ну, то есть они где-то пересекаются, очень часто пересекаются на людях. Но это все-таки разные, задачи разные. Ну, то есть, как возможно публичная сфера и как возможно наука, это совершенно два разных для меня вопрос. Ну, вы про науку, в смысле академию. Ну вот, понимаете, я не хочу давать вот такие жесткие дефиниции, говорить, что вот эта наука, вот, в нее входит раз, два, три, и я этим занимаюсь. То есть, как бы, одна из вещей, которую я наблюдаю, это то, что человек, который не может найти признание в официальных государственных структурах с тем интеллектуальным знанием, которое обладает, с тем теорическим капиталом, который обладает, ищет выход в публичность, да? Выходит в публичность с лекциями, с семинарами, старается активно писать, участвовать. Это один из способов тоже легитимации себя как интеллектуала. То есть где здесь, ну как бы, как мы здесь будем проводить эту разницу между наукой, публичностью Не, ну человеку нельзя провести разницу. Можно провести да. разницу в вопросе. То есть здесь как бы вот такие ситуации, да. Как я смогу такие ситуации говорить? Просто вот пока у вас нет все равно четкого представления о том, что вы ищете, то вы как бы ничего не найдете. Да? То есть если это репрезентация интеллектуала и интеллектуальная жизнь, как интеллектуала, да, с самоосознанием себя как интеллектуала, с прописыванием своей собственной роли как интеллектуала, и потом с как бы исполнением этой роли, да, то как бы в этом образце вот, можно Мацкевича брать, как бы для меня это чистый человек, который вот в этом месте как публичный интеллектуал действует. Если смотреть про стратегию того, как возможна наука в Беларуси, где нет никаких условий, в принципе, для того, чтобы заниматься, это как бы судьба и жизнь Андрея Казакевича, как экземплификатор. Но это два совершенно разных как бы жизни, как, и всего, там, представление о карьере, о миссии там, человека, о том, что они делают там, и так далее. Они постоянно пересекаются, постоянно как бы срутся друг с другом, но как бы вот, но это совершенно разные вещи, которые вы найдете. Казакевич и я можем стать прототипами, да, для художественной литературы. Биографический метод какой-то там и так далее. Но это частные локальные случаи и так далее. Да. Качественные интервью, в общем, наверное, не менее интересны могли бы быть, чем Снежана Прокофьевна. Нет, ну вряд ли. Нет, ну, вот согласен. Столько не посещаю. Но ведь вот какая штука. За выстраиванием, самоактуализации, там, например, Андрея Казакевича, стоит определенная картина мира. Ну, пусть социального мира, социального устройства и так далее. Да. За моей вот этой вот как бы траекторией стоит другая картина мира. Да. И тогда вот, когда вы пытались по Бурдье построить эту штуку,
которая третья картина мира. А что Бурдье знает про Беларусь и как бы про этот тип общества, который, во-первых, возник, ну, даже если при жизни Бурдье, то в общем формировался уже после его. Да? И тогда как бы здесь нужны сопоставления не столько индивидуальных траекторий, вписывания там, или сколько вот эти вот фальсификации, критика картин мира, которая стоит за тем или иным способом институционализации, социализации там, и так далее. И вот эти картины мира, они нигде в западной там, социологии, культурологии и так далее не могут быть получены. А тут есть проблема, про которую вы сказали, да, что, скажем, кириллические тексты или тексты, которые производятся здесь по этому поводу, да, не являются, ну, грубо говоря, легитимными для научного исследования или там, магистерской, докторской диссертации. Потому что они скорее рассматриваются как полевой материал, а не как теоретические, концептуальные результаты исследований там, или построений каких-то. Да? И тогда как легитимизировать наши собственные исследования, наши знания о Беларуси и о такого типа общества, да, в приличной европейской науке? Да, очень простой ответ. Пишите по-английски, да. Для того, чтобы писать по-английски, ведь там тоже существует своя стратификация, свои препятствия при социализации и так далее, и так далее. Это надо, да, мне это точно ничего не поможет. На каком бы там самом иврите я не писал. Вопрос просто о легитимизации того знания, которое есть в стране об этом. Оно находится за пределами официальной европейской науки. Я понимаю, что отчасти создание посыл был именно Но, это. понимаете, не совсем, потому что на самом деле, Нет, она описывает материал. если работать с темой науки, интеллектуалов, я думаю, что если я выберу аспект анализа дискурса, то есть что говорят ученые, что они, какие теории они строят, о чем они размышляют и так далее, если анализировать производимый ими дискурс, то это будет совершенно другая работа. Да? То есть это совершенно другое исследование. Это понятно. То есть нет упрека в том, что вы не сделали того, чего вы не сделали, поскольку вы сделали то, что вы сделали и собирались сделать. Да? Это разные вещи. Я сейчас говорю о проблемах, которые вы же, пунктирно пометили в своем выступлении. Мы имеем дело с таким, вот, если хотите, интеллектуальным неоколониализмом, да? Который для нас составляет особую проблему. И тут не в дискурсе самом дело, а как раз в легитимизации результатов осмысления всей этой ситуации, потому что это вообще проблема вот колониальности. Да, это не только белорусская. Не только белорусская, да. Она состоит в том, что, скажем, ориенталистика и исследование Востока существуют на Западе, тогда как в восточных странах почти не существует вестерналистики. Да? Она не институционализирована. Если в Японии изучают Европу, то не как внеположенный объект изучения, да, а в плане нахождения путей адаптации, приспособления там, и так далее. То есть исключительно прагматических каких-то целей. Я вам скажу даже больше. Вы знаете, без отсылок к Саиду, я читала такую статью с очень таким критическим анализом карьер современных антропологов. И что исследователь обнаружил? Что есть дисциплина антропологии, которая по определению классически занимается исследованием неких иных культур. Я, кажется, знаю тоже эту работу. Да. И хотя современная такая самая продвинутая антропология, она может быть даже изучать свои собственные сообщества, да, свою собственную культуру. Но это супер продвинуто. Так вот, в этой статье автор пишет о том, что вот он анализирует карьеры антропологов, которые занимают самые престижные позиции в престижных университетах. И обнаружил, что они все делали свое полевое исследование в Африке, в Индии. Африка лучше, да? То есть для того, чтобы получить очень хорошую работу, нужно поехать куда-то туда, желательно там куда-то совсем туда,
вот, понаблюдать за кем-то вот таким сильно отличающимся и вернуться потом с этим. Он также в этой статье пишет, что антропологи, которые действительно остались в Америке и как бы на волне вот этих как бы новых тенденций анализировали какие-то темы, связанные с американским там образом жизни, и не смогли продвинуться. То есть их как бы, их исследование не имело такого статуса по рейтингу, там, публикаций, по фидбэку научной среды, они не получили такого, исследование не считалось таким серьезным. Да, что ты анализируешь американцев, вот надо ехать там в Зимбабве. Причем ведь они американцев не всех, они тоже как бы вот даже, маргинализированные группы исследовали и так далее. Так попробуйте изучить американский истеблишмент антропологический. Так вот, знаете, у меня... написано Уорнер Янг Сити абсолютно причем давно, и это непрецедентное исследование, где изучают целый год, в том числе его истеблишмент, как другого, как чужого. Ну, то есть, у меня возник вопрос, должно быть сделано. Может ли быть белорусский антрополог вообще? И если будет белорусский антрополог, то что ему исследовать? Да? То есть может ли белорусский антрополог произвести что-то, что будет интересно хотя бы в Западной Европе? Я могу добавить на эту же тему. Вот хорошее они того, что человек попадает в другую среду и может увидеть, как все иначе. Есть такой же пример с Фордом. Он все пытался решить проблему лобового стекла. Как сделать так, чтобы люди не страдали, стекло не попадало на водителя. И тогда, они там одному там бюро дали задачу там выполнить это, там другому, никто не справлялся. И тогда пришли два человека с завода колбасного завода. То есть и у них вот эта вот обвертка этой колбасы, она вот именно вдохновила. Они это поняли, и тогда он... Сейчас я не смогу ездить на машине. Тогда он поставил табличку там где-то у себя на воротах, что не приглашаем на работу тех по специальности людей, которые на этом месте хотят работать. То есть это вот, та нить, которая вот надо там куда-то вот пойти. Нет, но есть такая тенденция, что сейчас на работу, чтобы там разные, конечно, специальности, позиции, что принимают людей с опытом мультикультурным, да, что человек должен поработать в одной стране, в другой, в третьей, пятой, десятой, на разных позициях. И, вот это знакомство с разными культурными средами дает человеку преимущество, да, при приеме на работе, поскольку люди очень много путешествуют, в любой компании международная среда, международные сотрудники, чем больше у тебя опыт жизни в разных странах, тем больше ты можешь вообще быть адекватен. Есть такая тенденция, конечно. Это не отменяет проблемы с колониальными проблемами. Мне кажется, у нас... Да. Последний вопрос, да, можно? Татьяна Шевцова, да, вот когда про ЕГУ там рассказывала романтический период, да, она очень четко сказала, что тогда миссию там ЕГУ, да, видели в том, что не производство нового знания, а некие ориентиры, там, смыслы, там, влияние на ситуацию и так далее. Да. Вот я все-таки не понял, вот вы в своей работе, да, из какой там плоскости, да, из какой парадигмы исходите? То есть вы хотите получить какое-то новое знание там, про белорусские реалии, которые будут каким-то образом там вмонтированы вот в этот западное это там знание, либо это все-таки желание повлиять там на ситуацию, какие-то привнести тут какие-то... про новые знания я еще пока не решусь говорить, но хотелось бы как раз-таки к этому вопросу колониального разделения, да, хотелось бы немножко вступить в эту борьбу за репрезентации и не только сделать так, чтобы западные исследователи приезжали сюда, даже, может быть, не заезжали через YouTube, там посмотрели что-то и писали о Беларуси, на английском языке, в престижных издательствах публиковались. Но мне бы хотелось вступить в эту игру и тоже писать на английском о Беларуси, но попытаться рассказать что-то, что не знаю, что было бы более интересно нам. В этом была моя такая интенция, очень далекая, на затылке где-то. А на лбу интенция какая была? На лбу? Защитить магическую диссертацию. Коли вернуться до темы антропологов, я хочу сказать, что белорусы антропологи традиционно вылучают
только белорусскую Вёску. территорию и насильство, да, Беларуси. Хотя пусть часом Это не город. этнологи хоче. Только? Этнологи хоче. Ну, я имею в виду культурная антропология. Ну так, у нас все это пропускают этнологи так, под этой вот линией. Але традиційно висока цікавість польських етнологів за ситуацію в Білорусі. І Опять-таки, видите, Энгель Кинт, она регулярно на Полесье ладить экспедиции. да, ну, видите, опять-таки, с запада к нам приезжают, да? Ну, То есть да. А ранее была вельми серьезная российская экспедиция в 70-80-е годы. И знову-таки на Полесье, як вельми архаичный регион. І Михайло Пушкін. Я ось це саме, ну, я великий сумнів маю, що ураження про те, що ось якби відбувається на Білорусі, що те, що уявляє себе Білорусь, якби може скластися в виніку інтерв'ю. Потлумачу чому. Тому що, ну, по-перше, якби особисте досвідчення, що ось якби ніяка відбувається зустріча, конференція, виступають білоруси, причому не абиякі, а типу інтелектуали. І кожен говорить абсолютно свою. Нема ніякого гэтага, нема агульної лінії. Чому її немає? І чому якби, гэта, якби, праблема, думаю, буде паўставаць, калі ви яшчэ не адчулі, да, падчас гэтых інтэрв'ю, што все будуць казаць абсолютно розныя. Тому что не існуе інфармацыйнай прасторы беларускай, што беларусы жывуць як бы ў чужых інфармацыйных прасторах, што гэтыя праблемы як бы не прагаварваюцца як бы на належным узроўні як бы ў прэсе, што не існуе гэтых стэрэатыпных меркаванняў. Бо звычайна ж інтэрв'ю, калі чалавек дае у любой краіне, ён жа як бы, ён гаворыць, ён паўтарае тое, што ён чуе па тэлевізары, чытае ў газетах і крышачку свайго там, са свайго ўласнага жыццёвага опыту. Тут чалавек як бы, на гэтыя пытанні, якія датычацца як бы, ну, такіх фундаментальных рэчаў, нацыя, культуры і так далей, гэтыя пытанні не прагавораныя. Яму даводзіцца як бы, імправізаваць у размове з вамі. Гэта не будуць як бы, глыбокі аналіз. Таму тут можа быць сапраўды ідэальны варыянт, гэта тое, пра што казаў гаспадар Мацкевіч, это легалізацыя таго, што тут прадумваецца і пішацца, а калі ўжо інтэрв'ю, то это інтэрв'ю з людзьмі, які ну, думаюць на гэтую тэму. Я согласна, здесь как бы, во-первых, интервью как метод исследования, это очень, ну, я разумею, это я разумею. Серьезно, есть очень много разумею. книг толстых написанных, целые полки в библиотеках, что такое интервью, как брать интервью, как задавать вопросы, как вопросы могут повлиять на то, как люди будут отвечать или не будут отвечать. Это очень серьезная тема, и здесь много нюансов, я согласна с этим. Наверное, такой парадокс интервью состоит в том, что рано или поздно ты видишь одинаково, то есть видишь одинаковые ответы. То есть, несмотря на то, что люди говорят очень по-разному, очень разные истории, рано или поздно ты начинаешь видеть эти паттерны, которые повторяются. И вот в этом самое интересное. То есть, это вы видите или Бурдье? Конечно, вопросы формируются, и, конечно, мой взгляд на ситуацию, он продиктован некой теорией, да, то есть я Поэтому прихожу... начинать надо не с методики проведения интервью, а с того, что мы с Акудовичем с разных концов говорим. Разбурить Париж, разрушить Москву. Да? Пока вы будете смотреть глазами Бурдья на нас, вы ничего не увидите. Так если они будут смотреть вашими глазами на вас, то это никакой легитимации на Западе не Да. получит. Да. Я же говорю, это серьезная проблема, Москвы. перед которой мы встали все. Ну, я думаю, что легитимацией там, продукции летучего университета вы можете заняться без моей помощи. То есть это как бы проекты ни одного дня, ни одного года. Но я, конечно, преследую тоже цели индивидуальные, как бы легитимации себя. О. И тут смотрите, какая штука. Если у вас есть патриотические чувства, Они реализуются в валы как в самом и вы проекте. собираетесь вернуться, то вот и Саид там с постколониальными этими штуками, да, и более ранние штуки. Есть такой вот очень плохо исследованный, хотя про него много говорят, феномен интеллигенции. Интеллигент, вообще интеллигенция, это иностранец в собственной стране. И интеллигенция – это очень вредное явление для развивающихся стран. И вы можете найти себе место как интеллигент, там, конвертировав социальный капитал, накопленный там, как бы, да, в какие-то другой капитал, который принимается, здесь конвертируется.
но вы будете все равно пришелец другой планеты вот в этой ситуации. И фокус состоит в том, как раз, чтобы легитимизировать свое. Ну, это сложная дискуссия, поскольку я тоже очень много читала, и курсы у нас тоже были по колониализму, постколониализму. То есть здесь очень большой вопрос, конечно, какое знание является лучшим знанием, и за каким знанием идти. Это я к тому, что я возвращаюсь к своему тезису про новую эпистемологию. Какое знание? Потому что если участвовать в Западной академии, то, конечно, здесь вопрос или делать революцию там, да, или встраиваться в то, что там есть. Ну, кстати, если даже пришелец, да, признать, что пришелец, хотя это такая спорная формулировка, то почему это обязательно плохо? Так, это у нас следующая дискуссия уже про интеллигентов. Тогда всем спасибо.